Мастер-класс от чемпиона. Назир Манкеев рассказал учащимся об эстафете Олимпийского огня. Сбор платежей за газ – главная цель очередного рейда. Служим России. Осенняя призывная кампания в самом разгаре. Добрый вечер. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Юнусбек Евкуров сегодня побывал на похоронах Израила Евлоева. Глава республики принес свои соболезнования семье погибшего. Напомним, что 22 октября на полигоне Струги-Красной в Псковской области произошел взрыв, в результате которого погибли 5 курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и 1 прапорщик. Среди них и наш земляк Израил Евлоев. В этом году он должен был окончить училище, как и все остальные погибшие курсанты. По итогам предварительного анализа характера взрывной волны и образовавшейся воронки в Минобороны сделали вывод, что причиной взрыва стал не разорвавшийся снаряд. В школе-лицее Магаса известный борец, чемпион Олимпийских игр в Пекине Назир Манкеев провел олимпийский урок. Организатором мероприятия выступила руководитель пресс-центра «Олимпийский» Марина Карагич. Репортаж Индиры Манкиевой. Такие уроки проводятся во многих школах страны по поручению Министерства спорта России. Главной темой сегодняшнего урока стала эстафета Олимпийского огня. Назир Манкеев пробежит этап эстафеты в Красноярске. В ходе беседы гости рассказали учащимся о важности этого мероприятия и ответили на многочисленные вопросы. Моя цель – это популяризация спорта и, конечно же, сближение регионов по средствам спорта, потому что спорт – это намного больше, чем спорт. Спорт – это мир, спорт – это радость, спорт – это единение и, конечно, задача сближения регионов. Дети внимательно слушали гостей и задавали интересующие их вопросы, а также пожелали Назиру Манкееву дальнейших побед на соревнованиях. К нам приехал Назир Манкеев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Мы провели беседу на тему Олимпийские игры, как достигнуть такого высокого уровня. В Ингушетии Олимпийский огонь наряду другими известными спортсменами республики пронесет брат Назира Бекхан Манкеев. Факел в Ингушетии пробудет 1 день. Его пронесут около 50 человек. И это не только известные и заслуженные личности, но и простые жители. Гордость для любого спортсмена, когда ты несешь олимпийский огонь, когда ты прикасаешься к этому празднику. И, конечно, большой гордость. Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 является самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. В Ингушетию Олимпийский огонь прибудет менее чем через 3 месяца. Индира Манкиева, Адам Шибилов, Новости 24. В Магасе прошли рейды по сбору платежей за газ. В них принимали участие сотрудники филиала «Газпром», Межрегионгаз, Пятигорск в Ингушетии и работники администрации города. Насколько дисциплинированы потребители и есть ли у абонентов претензии, выясняла Ася Ведзижева. В Назрановском районе с начала октября проходят рейды по адресам неплательщиков за газ. Главная цель компании – собрать долги и донести до потребителей, что за газ, как и за любой товар и услугу, нужно полностью и своевременно платить. С некоторых округов уже собрали. Оплата по муниципальному округу Насыркорт составила из общей суммы 153 тысячи. А вот по сельскому по муниципальному округу Гамурзиева население уплатило за время рейдов всего лишь 9800 рублей. Чтобы решить проблему, гражданам разрешено погашать задолженность по частям, ежемесячно внося в среднем 3-5 тысяч рублей. Непосредственно мы находим понимание и со стороны работников Межрегионгаза. Вот результаты нашей совместной работы таковы, что среди юридических лиц за последнее время у нас 100% оплата. То, что касается жителей города, у нас 67%. Контролеры абонентской службы провели рейды по Магасу. Салман Даскиев уплачивает налоги своевременно и призывает других абонентов следовать его примеру. С 1 сентября я плачу 100%. За сентябрь заплатил, за октябрь. Однако есть абоненты, которые не согласны с предъявляемой суммой, и они приходят сюда, чтобы сделать перерасчет. Ася Ведзижева, Резван Аушев, Новости 24.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы отряда специального назначения, профессия которых требует полной самоотдачи. Подготовленные, сильные, выносливые ребята выполняют задания, сопровождаемые риском для жизни. Спецназовцев с праздником поздравил глава республики. В обращении Юнусбека Евкурова говорится: «Вы избрали для себя нелегкую, но благородную профессию, которая требует полной самоотдачи и мужества, ответственности, крепости духа и принципиальности. Благодаря выдержке, военному мастерству, навыкам ведения боя в самых разных условиях вы снискали славу поистине бесстрашных солдат. В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной службе на благо великой России». Ну а в центральном призывном пункте в сельском поселении Экажево сегодня провожали тех, для которых служение Родине – ближайшая перспектива. Призывникам предстоит пройти службу в рядах вооруженных сил России. Всего из Ингушетии отправятся 183 новобранца. Подробности в сюжете Магомеда Измайлова. Этот солнечный, но холодный осенний день навсегда запомнит 18-летний Ибрагим Богатырев. Очень скоро он покинет родную республику для того, чтобы пройти военную службу. Путь предстоит не близкий. Ему выпало служить в Ленинградской области. Сказал отцу, что я хочу пойти на службу, отслужить год и приехать с военным билетом, чтобы потом в дальнейшем мне было намного легче куда-нибудь поступить или устроиться на работу. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. И всего из Ингушетии будет призвано 183 новобранца. Сегодня отправляется первая партия из 16 человек. С напутственными словами перед ними выступили старейшины, которые выразили надежду, что все вернутся домой с честью, выполнив свой долг. Все отбывающие призывники будут проходить службу в частях внутренних войск МВД в Ленинградской области. Мнение о призывниках у меня очень положительное. Люди хотят со стремлением служить. Есть, как говорится, та искра в глазах. Не как у многих, которые пытаются у нас, любыми путями и способами, как говорится, откосить от службы в армии. Нет, здесь я такого ничего не увидел. Сотрудники отдела призыва отмечают, ребята с большой охотой идут в армию. Для молодых людей это отличная школа жизни и возможность определиться с будущей профессией. В призыве есть разные рода войск, это военно-морской флот, есть военные институты, есть сухопутные войска, танковые войска. То есть имеется в виду, даже есть возможность, чтобы они остались на контрактную службу. Всем новобранцам была выдана армейская экипировка и индивидуальный рацион питания. Осталось только дождаться поезда, который увезет новоиспеченных солдат к месту службы. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. Дети из школы-интерната Назрани совсем скоро станут новоселами. До завершения строительства нового комфортного здания осталось несколько месяцев. Общежитие возводят в рамках федеральной целевой программы. Подробности у Мадины Албагачиевой. Сейчас дети учатся и живут в одном здании школы-интерната. На 3-м этаже находятся жилые комнаты. На 2 нижних проходят школьные занятия. Однако к концу этого года они должны переехать в новое общежитие. Сейчас мы одновременно ведем работы по отделке помещений, устройство отопления, канализации, коммуникации все прокладываются. Наружные все сети закончены, строительство корпусов практически тоже закончено. И задача построить общежитие до конца текущего года. Общежитие рассчитано на 240 человек. Строится оно на территории интерната. Состоит из 2 корпусов для мальчиков и для девочек. Между ними здание, в котором находится столовая и прачечная. Здесь будет все для комфортного проживания детей. Работа ведется в усиленном темпе. Сейчас конкретно мы делаем вот это отопление. В данное время. Разводка, батареи вешаем, соединяем, крепляем. Можно сказать, этот блок до подвала готов. А пока дети готовятся к переезду. Мадина Албагачиева, Ильяс Досхоев, Новости 24. Обеспечение безопасности на транспорте, меры по предотвращению межнациональных конфликтов обсудили сегодня на заседании антитеррористической комиссии Ингушетии. В частности, речь зашла о взрыве автобуса в Волгограде. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что необходимо тщательно проверять автотранспорт, который выезжает за пределы республики. Также на совещании обсудили массовые беспорядки во время футбольного матча «Ангуш-Талания», который прошел вчера на стадионе имени Рашида Аушева. Евкуров отметил, каковы бы ни были причины беспорядков, гостей нужно принять с должным почетом, по-кавказски. Также Евкуров представил собравшимся нового секретаря Совета Безопасности. Эту должность занял Алихан Кузигов.
Сегодня в конференц-зале ингушского филиала Сбербанка России журналисты республиканских средств массовой информации приняли участие в пресс-конференции, которую в режиме онлайн провел в Ставрополе председатель Северокавказского банка ОАО «Сбербанк России» Петр Калтыпин. Поводом для конференции стало 172-летие Сбербанка, которое отмечается 12 ноября. Обсуждались итоги работы за 9 месяцев текущего года, а также результаты реализации пятилетней стратегии. За 9 месяцев населению выдано более 32 миллиардов рублей кредитов. За последние 5 лет, по словам Калтыпина, банк стал мощнее и устойчивее. Сейчас банком планируется улучшить работу персонала и качество сервиса. Нас долго просили клиенты о том, чтобы Позже и разные. Выставка по таким названиям состоялась в мемориальном комплексе жертвам репрессий. На экспозиции были представлены уникальные экспонаты из этнографических коллекций Национального музея Кабардино-Балкарии и Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Наш корреспондент Светлана Томова одной из первых приобщилась к искусству. Этнографическая выставка Национального музея Кабардино-Балкарской республики и Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова представлена в рамках реализации проекта «И похожие, и разные». Задача проекта в том, чтобы как можно более ярко показать национальное своеобразие каждой из культур и подчеркнуть общие черты всех народов Северного Кавказа. Это первая выставка из этого цикла. Экспонаты, представленные на суд зрителя, это предметы обихода, посуда, коврики, одежда. Но каждую вещь можно рассматривать как произведение искусства, потому что человек решил ее сделать не просто удобной, но и красивой. Именно таковые предметы представлены на этой выставке. Это не музейные предметы, дошедшие до нас в глубину веков, а произведения современных мастеров декоративно-прикладного искусства, Кабардино-Балкарии и студентов университета, решившие посвятить себя возрождению народных промыслов и ремесел. Мне кажется, такие обменные выставки очень важны. Вот когда объявили эту программу по обмену выставками, я, честно говоря, была очень рада, потому что это открывает дополнительные возможности для обмена выставками с соседними регионами. Традиционная национальная вышивка – орнамент, который является не столько украшением, сколько знаковой системой, несущей в себе некую информацию. Золотое шитье – это маленькая частица материальной культуры кабардинского народа, оставившая заметный след в истории развития человечества. Эта работа называется «Гладь по картону». Со стороны кажется очень легко вышивать, но стоит допустить хотя бы одну ошибку, и нужно заново переделывать весь рисунок. Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова также представил свою экспозицию. Мы сегодня представили здесь часть нашей экспозиции, которая называется «Этнография и прикладное искусство ингушского народа». Здесь представлена деревянная, медная, бронзовая посуда прошлых веков, которые иногда и сейчас используют, предметы быта, и костюмы, картины. Одними из первых выставку посетили воспитанники Центра творчества и юношества Сунжицкого района. Они с большим интересом рассматривали все экспозиции и поделились своим впечатлением. Мне больше всего понравились ковры, которые были сделаны ручной работы. Одежда понравилась, женская. Одежда детей была очень красивая, которая была сделана своими руками. Мне очень еще понравились картины. Мне бы самой хотелось все это сделать ручной работой. Реализация этого проекта даст возможность получить более полное и достоверное представление о традиционной культуре народов Северного Кавказа и ощутить национальный колорит каждого региона в отдельности. Светлана Томова и Лес Досхоев. Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.